Персонажи одного из самых популярных мультфильмов «Мимимишки» заговорили на чувашском языке. Сначала ради улыбки одного ребенка, а потом уже сотен других ребят. Как родилась идея перевода мультиков, для кого создавалась первая серия и почему этот проект стал важным для многих жителей Чувашии и страны, расскажет Екатерина Никитко. Однажды девочка Арина загадала желание, чтобы герои ее любимого мультика заговорили на родном языке. Мечты должны сбываться, подумала мама Арины Альбина Васильева и стала для девочки настоящей волшебницей. Так родилась первая серия мультсериала «Ик-Ик Упадус». Первую серию, когда она вышла, я в первую очередь показала своей дочке. Она посмотрела. Первое, что она сказала, она говорит: мама, они, говорит, на чувашском говорят. Я говорю: да, говорю, они научились говорить на чувашском. Семья Васильевых поняла еще на стадии создания первой серии. У такого проекта должно быть больше одного зрителя. К тому же оказалось, что мультфильм интересен не только детям, но и его создателям. Правда, бывает трудно, особенно с переводом, но это того стоит. Чувашские и русские звуки, они разные, поэтому сама артикуляция должна совпадать приблизительно нашими чувашскими звуками. Поэтому трудности своеобразные, очень такие тяжелые, скажем так. Поэтому приходится переводить очень долго, внутренно. Обычно на 1 минуту где-то часок уходит. Работа над переводом, продюсирование, ведение документации, еще и авторские права добавляют сложностей. Казалось бы, самое трудное – работать за кулисами. Актерам дубляжа остается все самое интересное и простое, но это далеко не так. Нужно очень хорошо уметь владеть голосом. И когда мы едем сюда как раз записывать, мы вместе едем, по пути разговариваем. Я пробую своим, как лисичка, разговаривать детским голосом, он как Кеша. И вот эта репетиция как раз-таки нам помогает. Работать в диалоге легче. К тому же это дополнительная тренировка. Но в студии звукозаписи актер находится один. И появляются другие трудности. Мы все-таки тут не диалогами, по одному заходим в студию и записываем. И трудно нам, как бы, предложение наше записали, а потом в другое предложение уже в другие обстоятельства. И поэтому держать трудно голос. Целая команда работает над проектом. Актеры дубляжа, звукорежиссеры, переводчики и продюсеры. В интернете опубликованы уже 7 серий популярного мультика на чувашском языке. Просмотры растут с каждым днем. В чем же все-таки секрет успеха? Любить то, что ты делаешь. Мне лично интересно с этим работать, поскольку я для себя открываю много всего в части именно познания чувашского языка. Пока в копилке всего 1 мультсериал. Канал проекта в видеохостинге называется «Юмах. Мультфильмы на чувашском языке». Множественное число будто говорит: это только начало. Екатерина Никитко, Юлия Дюкова, Сергей Емельянов, Республика.